Детская живопись – это творчество, которое не знает границ. Гора новостей на очень атмосферной выставке «Зимняя сказка». Гора новостей в Доме детского творчества «Дружный». Именно здесь ребята могут обучаться в более чем 20 направлениях, которые там работают. Дом детского творчества уже 32 года приучает ребят к искусству. В этом месяце проходит выставка «Зимняя сказка», к которой ученики как следует готовились. Выставку провели в холле. Педагоги и сами ученики украсили вход в здание и даже обустроили фотозону. Фотозона – это часть экспозиции, с помощью которой ребята и посетители этой выставки смогут сделать себе на память эффектные фотографии. Расскажи про свои картины. Я рисовала 2 картины – снеговика и зимний пейзаж. Эта техника называется шерсть. Я нарисовала снеговика, потому что зима – это мое самое любимое время года. Вик, что нужно сделать, чтобы твоя работа оказалась на выставке? Надо сделать очень красивую картину, чтобы педагог заметил и отправил на выставку. В целом, искусство развивает наше творческое мышление, а с этим прививаются и другие хорошие черты характера. Ребята делают картины такими техниками, как сухое валяние, бисероплетение и рисование. Эмилия, я знаю, что твоя работа заняла 1-е место на конкурсе. Расскажи про нее. Мы рисовали зимний пейзаж. На нем изображены речка, елки. Там много снега и снегири. Что для тебя значила эта победа? Радость и счастье. Меня похвалила учительница. Когда я принесла домой эту грамоту, мама меня похвалила. На выставку предоставили множество различных работ, среди которых только лучшие попали на нее. Ребята не только могут посоревноваться между собой, но и отправиться на районный конкурс, где смогут представить крутость своего дома детского творчества «Дружный». Ребята умеют демонстрировать свое воображение в разных видах искусства. И это здорово, ведь креативный человек нужен везде и всегда. Диана Главашева, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.